Меньшикова дрессирует своих родителей и их родителей. Спешите увидеть! Сусанна выла. Чтобы представить себе ее вой, соберитесь человек 5 и писклявыми голосами тяните. А когда охрипнете, смените звук. И когда из ваших глоток пойдет сплошное сипение, это будет примерно тот звук, какой Сусанна выдавливала из себя вот уже 3-й час. Мама сидела с холодным компрессом на лбу и стонала. Бабушки допивали 3-й флакон валерьяновых капель. Папа сидел в ногах единственного ребенка и просил: перестань, радость моя, перестань. А Сусанна сменила звук. Примерно это. А, Ю, издаваемые одновременно, плюс немного писка и чуть-чуть хрипотцы. Ай-яй-яй! Перестань, радость моя, перестань. Папа тоже начал хрипеть. Вдруг Сусанна села на кровать. Умираю. Помогите. Конечно, она и не собиралась умирать, и все прекрасно знали, что наверняка не умрет. Не с чего. Но еще лучше все знали, что если ее не послушаться, она такое вытворит, что лучше послушаться. Умираю. Помогите. И тогда ее все спрашивали, что сделать, чтобы ты не умирала? Наступала тишина. Тишина наступала. И в тишине звучал слабый голос. Ой! Те! И что бы вы думали? Папа говорил, это возмутительно! И уходил на кухню. Мама восклицала: за что нам такое наказание? И уходила за ним следом. Бабушки брали в руки носовые платки, вытирали друг другу слезы и начинали: эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить. В глазах злой девочки появлялся злой блеск. Громче сипела она. Веселее! Бабушки вытирали друг другу слезы и продолжали притоптывать. Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. И пили валерьяновые капли. А Сусанна закрывала глаза и звала: моя милая мамочка. Что, детка, еще из кухни испуганным голосом спрашивала мама и бежала на зов любимого ребенка. Мне плохо, мамочка. Что тебе нужно, миленькая моя? Не знаю. Ну вспомни, золотце. Не знаю. Ну вспомни, миленькая моя. Не знаю. Помяукай, шепотом подсказывали бабушки. Мяу. Нет, не могу. Ах, как мне плохо. Сипела Сусанна сквозь опущенные веки, внимательно следя за мамой. Помяукай, сквозь зубы приказывали бабушки. Мяу, неуверенно начинала мама. Мяу, мяу. А он пусть лает. Бабушки кивали на дверь в кухню, где спрятался папа. Мама открывала дверь в кухню и грозным шепотом произносила: ребенку, нашему ребенку плохо, а ты ничего не хочешь делать. Тебе что, трудно немного полаять? Но ведь это не педагогично, отвечал папа. А если ребенок умрет, это будет, по-твоему, педагогично? Лай! Мяу-мяу, деточка. Лай. Гав. Гав. Покраснев от стыда и непедагогичности, начинал папа. Гав. Громче. Она не слышит. Деточка, ты слышишь? А деточка кричала радостно и хрипло: еще! А где курочки? Цыпа, где курочки? Здесь, отвечали бабушки и начинали: куда? Мяу-мяу, гав-гав. А
Наступала тишина. Тишина наступала. Взрослые смотрели друг на друга, будто спрашивая: неужели переживем мы это? И отвечали друг другу: не знаю. А Сусанна закрывала глаза и хлоп на спину. Первым не выдерживал папа. Он кричал: мяу-мяу, гав-гав, отвечала мама. А бабушки хрюкали. И все смотрели на единственного, неповторимого, любимого, с музыкальными способностями ребенка и ждали, что будет. А он лежал, не двигаясь, всем своим видом говоря: и не стыдно вам? Не можете рассмешить больную? Разве так нужно смешить? Докажите мне, что вы меня любите. Ей опять плохо, в ужасе шептала мама. Мяу, гав-гав, мяу. Хрю-мяу, отзывался папа. Хрю-гав, гав, кут-кут, хрю. А бабушки, совсем растерявшись, запевали: эй, моряк, ты слишком долго хрюкал. Я тебя успела кут-куда. Спасибо, заливаясь радостным смехом, говорила Сусанна. Мне стало значительно легче. А теперь дайте мне чего-нибудь поесть. Вкусненького. И не спорьте, необыкновенный ребенок. Общество русской культуры города Глазго благодарит за артистический талант Мартышко Татьяну и ее наставницу, мастера своего дела, режиссера театральной студии «Формула» Алену Игоревну